Богатыри в чувашских сказках и мифах, как и у других народов, всемогущие, добрые и непременно справедливые. Они не дают спуска врагам и недоброжелателям народа. Богатыри пользуются всеобщим уважением и любовью. Иногда им тоже нужна помощь. Тогда из простого народа выходит еще один не менее могучий богатырь. Однажды на Чувашей напал злой великан одноглазый Алдыргущ. Он хотел чувашей и их покровителя Улопа превратить в своих рабов. Улоп вышел против Алдыргущ на смертный бой. Начался поединок. Уж такими мощными они оба были, что так и дрожала под их напором вся округа. Страшная была битва, что нельзя было предугадать, за кем будет победа. Вот Улоп удалось схватить Алдыргущ и крепко сжать его в своих объятиях. Из Алдыргущ вся мощь вылетела в виде зловоний, и все силы его покинули. Обессиленного Алдыргущ Улоп забросил аж за 7 морей. В некотором государстве пригодная для питья вода была только в одном большом озере. Но в озере жила громадная змея, которая к воде просто так никого не подпускала. За разрешение брать воду из озера змея каждый месяц требовала от народа на съедение невинную девушку. Долго ли, коротко ли это продолжалось, однажды появился в этих местах богатырь. Как раз в этот день на съедение змее отдали царскую дочь. Увидел богатырь девушку и освободил ее от цепей, которыми она была прикована к скале. Но из-за дальней дороги богатырь очень устал и прилег отдохнуть. Вдруг все вокруг замерло, вода забурлила, змея должна появиться. Богатырь все еще спит. Девушка будит богатыря. Тот не просыпается. Уж как только она его не будила, за уши дергала, шлепала по щеке, щекотала и кулаками била, тот спит своим богатырским сном. Змея вышла из воды и говорит: «Как щедры люди, что вместо одного сразу 2 принесли на съедение». Обрадовавшаяся было своему внезапному спасению девушка заплакала горючими слезами. Тут от горячей слезинки, упавшей на щеку, просыпается богатырь и со словами «Не бахвалься!» и от одного-то кости застрянут в горле, вскакивает и расправляется с ненавистной змеей.